У нас прошла пятидневная встреча с делегацией Таджикистана, которую возглавлял мой визави, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Ибрагим. В ходе встречи и переговоров обсуждалось два вопроса. Это первое, обсуждение инцидентов, произошедших 13-14 марта на приграничной территории Баткенского и Исфаринского районов. И второе, продолжение тех работ по строительству дорог, которые проводились на приграничной территории. По первому вопросу мы пришли к единому мнению, что расследованием инцидента должны заниматься совместно. То есть по нашему поручению были созданы следственно-оперативные группы из числа сотрудников прокуратуры и Министерства внутренних дел для расследования инцидентов и взаимного представления материалов расследования для того, чтобы восстановить полную картину происшедшего. Почему? Потому что если так не делать, то каждая сторона трактует конфликт по-своему. Второй момент. Учитывая то, что у нас на приграничной территории часто проходят вот такого характера конфликты, так и спорные ситуации, сторонами было предложено создать постоянно действующие комиссии, которые будут возглавлять губернаторы Баткенской области, председатель Сагдийской области, куда войдут представители правоохранительных органов, прокуратуры и других органов, которые будут осуществлять такое вот взаимодействие. И по каждому возникшему инциденту будет проводиться совместное такое вот обсуждение и совместная такая работа по локализации такого рода конфликтов. Третье наше поручение по первому вопросу — это то, что у нас очень много территорий, где дома кыргызских и таджикских граждан, они почти что находятся, прямо впритык находятся. В некоторых случаях они находятся в шахматном порядке. То есть такая вот есть через полосица у нас на границе. В таких случаях очень сложно как-то реагировать, поэтому правоохранительным органам нами поручено проводить совместное патрулирование такого рода улиц, где проживают граждане Кыргызстана и граждане Таджикистана. Начиная с первого дня нашего пребывания такая задача поставлена, и они на сегодняшний день осуществляют патрулирование. Следующее наше поручение по первому вопросу — это у нас есть две дороги такие, это, будем так говорить, два направления. Это когда из города Исфары дорога ведет в Орох, но она по дороге 3 раза переезжает кыргызскую территорию. Это село Көктерек, село Таштумшук и село Аксай. Такая же ситуация по автодороге Баткен-Исфана, где на определенном участке пересекается таджикская сторона. Поэтому мы поручили пограничным ведомствам устранить все препятствия для того, чтобы граждане двух стран на этих дорогах общего пользования могли передвигаться беспрепятственно, в целях снижения, во-первых, таких вот каких-то барьеров передвижения, и чтобы наши граждане Таджикистана, граждане Кыргызстана, они могли передвигаться свободно, без препятствий. По первому вопросу были приняты вот такие решения. По второму вопросу, в отношении строительства дорог. Здесь оказывается, я тоже прочитал информацию, что отмечается, что дано разрешение на строительство дороги Исфара в Орох. Здесь нужно понимать, что это Исфара — это изначально самый пункт, а Орох — это конечный пункт. Но по дороге 3 раза пересекают кыргызскую территорию. Как я отметил, это Көктерек, Таштумшук и Аксай. В этой части, в 2014 году был подписан протокол, согласно которому
Значит, в объезд села Аксай Баткенского района будет построена дополнительная дорога, которая будет находиться вне села. Сейчас есть основная дорога, которая проезжает через село, где, значит, очень много домовладения, а вторая дополнительная дорога, она строится вне села, то есть на той территории, где нет домов, где нет самое. Но тут нужно четко понимать, что эта дорога, она не является какой-то, значит, статусной какой-то независимой и так далее. Об этом, конечно, разговора нету. Нет никакого разговора о том, что предоставляется какой-то коридор. Просто это дополнительная дорога, по которой как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана могут ехать. Это два варианта. Одна дорога через село Аксай, одна дорога вне села Аксай. В данном случае, значит, эта территория является территорией Кыргызской республики. Да, таджикской стороной было предложено, значит, помощь, значит, в строительстве данной дороги, там 4 километра. В принципе, дорога уже, полотно дороги и основание дороги уже готово. Единственное, нужно ее довести до завершения. Мы, конечно, благодарны за то, что предоставили помощь, но это является территорией Кыргызстана, эту дорогу мы будем завершать на собственные средства, значит, собственным компаниям мы эту дорогу завершим. Что касается строительства Аксай-Тамдык, дороги Аксай-Тамдык, это дорога 5-й категории, она предназначена для прогона скота. Это прогон скота у нас тоже весенний и осенний период является очень таким, значит, актуальным моментом. Почему? Потому что сейчас на сегодняшний день на пастбищах Кыргызской республики существует только одна дорога, это через населенный пункт Ворух Сваринского района. Поэтому на пастбище Гиревшин скот выпасают жители 3 наших айыльных округов, это Аксай, Самархандек и Актатыр Бактенского района. В целом в горы, на пастбище осуществляется выпуск порядка 65 тысяч крупного и малого рогатого скота. Поэтому весенний и осенний период, когда идет перегон скота, возникают определенные, так сказать, моменты с жителями Воруха, там какие-то чисто на бытовом уровне возникают какие-то вопросы. В целях исключения вот этого всего сейчас осуществляется строительство дороги Аксай-Тамдык на пастбище Кыргызской республики. В протоколе мы согласовали, что кыргызская сторона будет и обязуется завершить эту дорогу Аксай-Тамдык. Сейчас строительство автодороги Аксай-Тамдык начато. Там уже все, так сказать, тендерные вопросы, выбор подрядчика, вопросы решены. В данном направлении тоже проводится работа. Вот такого характера была вчера встреча. Я думаю, на данной встрече, конечно, очень много других тоже вопросов обсуждалось, но, конечно, мы ощутили, что таджикская сторона, она тоже намерена именно на данном участке с кыргызской стороной взаимодействовать по всем вопросам правоохранительной деятельности, по вопросам хозяйственной деятельности и так далее. Поэтому этот протокол, который был подписан, он исключительно в интересах двух государств. Тут те, которые комментарии определенных, будем так говорить, специалистов, там, экспертов, да, они беспочвенны. Значит, здесь я должен отметить, с нашей стороны тоже работала очень компетентная группа, каждый вопрос мы обсуждали. И поэтому я должен сказать, что здесь с сохранением интересов двух государств сделан данный протокол. Если мы ее по населенным пунктам будем писать, она будет вот так называться. Исфара, Көктерек, Таштумшук, Ходжалло, Аксай, Ворух. То есть Исфара — это изначальная точка, Ворух — это конечная точка. Но посередине, пока с первого пункта на втором пункте пока едешь,
Мы трижды заезжаем на кыргызскую территорию. Трижды. То есть здесь говорит о том, что Исфара-Орух это чисто таджикская дорога, это она не соответствует действительности, не соответствует. Говорят, что вот дали коридор. Я еще раз ответственно заявляю, что никакого коридора не дано. Эту ситуацию мы очень хорошо знаем, очень хорошо знаем. Поэтому я ответственно заявляю, что никакого коридора в населенный пункт Ворух не дано. Ну, я считаю, что протокол никакого секретного характера не имеет. И тем более, что мой коллега, заместитель премьер-министра Таджикистана, уважаемый Азим Ибрагим, он тоже по пунктам рассказал все пункты протокола, которые были приняты в ходе наших переговоров. Мы сейчас по дипломатическим каналам согласовали, что 4-5 апреля в городе Душанбе состоится очередная встреча делегаций, правительственных делегаций по делимитации демаркации Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.